Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Как вы узнали о начале войны? Да первый день узнали, сельсоветы приехали, верхом на лошади, сразу в деревню заезжают, кричать, друзья, там, кто, война началась. Ну, вообще услышали, что объявили, что 22 июня началась война. Ну, работали в колхозе, сразу 11 лет был уже у нас, сено заставили на сено убирать, сено косили вручную. По 10 лет нам было, в 11-й год. И всю войну работали, плохо, всю траву поели, съедобные, несъедобные, лебеду и желуди, все и съедобные, всю разную траву ели. Войну во время хлеба мы вообще не видели. Хлеб садили, у нас в деревне хлеб не родился, в лесу полей больших не было, сажали поздно, а зима была рано, хлеба нам на тот день ничего не давали, работали просто бесплатно, без ничего. Где и как встретили День Победы 9 мая 1945 года? Что делали и что вы чувствовали? Вот это первый день Победы, что-то не вспомню даже. Объявили все. Помню, тоже приехали из сельсовета, объявили, понятно. Здесь народ собрался, и кто похоронный и плачут, кто живой радуется, кто похоронный. Ну, там большинство у нас больше. Мало же было и по белому, мало с фронта пришли, мало пришли. Войну у нас всего было 3 старика и 4 ребята с 28 года. А больше не было мужчин, вообще одни девчата. А старше работали, хоть Зойлы работали, мы работали. Тоже всю войну хлеб убирали, сеяли, пахали, мы боронили, помогали. Войну жили бедно, плохо. Нас было 8 детей у матери, вот отца убили, брат на фронте был. А дома мама была. Мама в 43-м году заболела, я работала одна. Спасибо вам большое за ваше интервью. Мы желаем вам удачи, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.